95% якутян сегодня имеют возможность смотреть бесплатно 20 телеканалов в цифровом качестве. С 3 июня Якутия перешла с аналогового вещания на цифровое. В стране процесс полного перехода на цифру завершится 14 октября. О том, сколько якутян подключились к цифровому ТВ за 2 месяца, что делать, если населенный пункт находится вне зоны доступа цифрового ТВ, об этом и не только мы сегодня поговорим с главным инженером филиала РТРС РТЦ-ТР региона Юрием Горчаковым. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы сегодня оцениваете уровень цифровизации Якутии в целом, и есть ли какая-то статистика по подключению граждан к ТВ в Якутии? На сегодняшний день на территории республики у нас действует 211 объектов телевизионного вещания цифрового, и 917 тысяч населения нашей республики имеют возможность принимать цифровые эфирные программы. Естественно, там, где нету других альтернативных, будем говорить так, операторов телевизионного сигнала, смотрят только нас, то есть смотрят цифровое эфирное телевидение. Специальную статистику по подключению мы не ведем, потому что это свободное право каждого телезрителя принимать, либо смотреть цифровое эфирное телевидение, либо кабельное телевидение, либо IP-телевидение. А вот вы сказали то, что более 200 объектов. Что это за объекты? Это вышки, это антенны связи, что это? Значит, цифровая телевизионная станция включает в себя, это, естественно, антенно-мачтовое сооружение, это модуль для размещения оборудования, ну и весь комплект оборудования для того, чтобы можно было принимать сигнал, трансформировать его в нужный нам формат и передавать в эфир. Не без ложки дегтя зрители иногда жалуются на то, что может картинка замирать, либо распасться на квадраты. Как-то с этим можно бороться? И что нужно сделать нашим телезрителям, если у них возникают такие проблемы? Значит, вот анализ проведенный много, мы достаточно выезжали на жалобы телезрителей. В основном это приемное оборудование на стороне телезрителей. То есть очень большой такой сильный фактор – это приемные антенны. Если в аналоговом телевидении у нас возможно было принимать там, на тракторную прокладку, на банки алюминиевые, можно было принимать сигнал. Ну да, мастера из разного делают. Конечно. То, там на уровне шума, конечно, да, то в цифровом телевидении у вас просто-напросто телевизор пишет, либо нет сигнала, либо начинается картинка, как вот вы говорите, рассыпаться на квадратики. Поэтому просто-напросто нужны очень хорошие сертифицированные антенны, нужен хороший кабель, который соединяет антенну с телевизионным приемником, и чтобы все разъемчики были очень тщательно разделаны. Вот и все. Вот у меня дома стоит спокойно антенна, принимаю, и никаких либо артефактов вообще ни разу не наблюдаю. При выборе такого оборудования тогда нашим телезрителям посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание в выборе антенны и как раз-таки кабеля? Ну, кабель должен быть, естественно, не китайский, то есть кабель должен быть хорошего качества, не берите достаточно дешевый кабель, плюс антенны. Ну, антенны сейчас в основном в магазинах все сертифицированные, то есть промышленность выпускает хорошие антенны. Единственное, не покупайте китайские антенны. Они пишут, что да, там с каким-то коэффициентом усиления такая-то антенна, по факту оказывается, что это все подделки. То есть заявленные мощности не отвечают по факту требованиям. Да. А еще с какими-нибудь проблемами столкнулись вы, либо наши телезрители, вот когда вы говорите, что выезжали по заявлениям при переходе на цифровое ТВ и вообще при переходе на него? Ну, у нас очень было достаточно много сложностей, когда шел процесс стройки. Все-таки наш регион – это один из, вернее, самый большой на территории Российской Федерации. Ну и плюс у нас, естественно, логистика очень сложная, экстремальные температуры. Тем не менее, строительство велось даже в минус 50. Достаточно много было положено сил на строительство всей этой сети. Так что трудности в основном были вот такого характера. При переходе, дело в том, что цифровое эфирное телевидение мы же включили-то в 2009 года, то есть с 2010 вернее. Началось вещание, то есть мы постепенно вводили станции в эксплуатацию. 2018 год, это просто уже официально вся сеть была запущена в работу.
Телезрители постепенно подключались, смотрели нас уже, да, и те, кто достаточно давно стал нас смотреть, они, будем говорить так, вот эти все детские болезни по приему, они сразу же отработали, то есть у них этих проблем уже не возникало. Те, кто стал подключаться уже вот после того, как отключили аналог, после 3 июня, да, у тех телезрителей, естественно, было очень много вопросов, тем не менее была проведена такая достаточно мощная информационно-разъяснительная кампания. Министерство инноваций отработало совместно с волонтерами по поводу помощи телезрителям на подключение. Большое им спасибо, они большой такой достаточно пласт работы провели, помогли телезрителям, помогли, естественно, РТРС в том, чтобы наши телезрители могли смотреть цифровые программы. Цифровое ТВ, оказывается, можно смотреть даже во время езды на автомобиле и на смартфоне. А у нас в Якутии есть ли такая возможность? Значит, ну, здесь новый стандарт, вернее, как он, стандарт мобильного ТВ, это DVB-TH. Пока мы его еще не применяем, но стандарт наш DVB-сигнал T2, который мы транслируем, да, в принципе, его можно применять, смотреть, вернее, во время движения автомобиля. То есть ставите приемную антенну с круговой диаграммой направленности, приставочки есть автомобильные, можно смотреть. Цифровое ТВ в бесплатном доступе доступно только физическим лицам. В связи с этим вопрос, могут ли бесплатно подключены быть частные компании, работающие, например, в общественных местах? В соответствии с законом о связи, операторы, которые распространяют общероссийские программы в своих кабельных сетях, они должны подключаться к сетям РТРС непосредственно, то есть не через эфир сигнал брать, а непосредственно у нас. То есть мы определяем точку подключения, и если у оператора есть возможность взять сигнал непосредственно у нас, то они должны подключаться к нам. То, что касается, допустим, для трансляции там, в каких-то общественных зданиях, то есть это не кабельная сеть, и этот оператор, он не оказывает услуги связи, то, ради бога, пускай подключается, принимает сигнал и распространяет его, допустим, там, внутри здания. То есть если он с этого не имеет никакую выгоду. Радиоизлучение, на котором основано цифровое ТВ, довольно молодой вид излучения, и наши граждане, в принципе, обоснованно переживают на то, что, возможно, тема не изучена, возможно, изучена не до конца, и как оно вообще влияет на здоровье и состояние человека. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, что можно сказать? На самом деле вид электромагнитного излучения, вот именно радиоизлучения, достаточно такой молодой вид энергии, то есть до конца это все еще не изучено. Тем не менее, есть у нас в Российской Федерации достаточно жесткие стандарты по поводу излучения. Могу сказать, что это одни из самых жестких в мире. Все наши объекты, которые были введены в эксплуатацию, они все прошли сертификацию в органах Роспотребнадзора. Есть определенный ряд требований, которые мы обязаны выполнять, не только мы, но и другие операторы связи. Поэтому на здоровье телезрителей, вообще на здоровье населения, вот наши передающие станции не оказывают никакого влияния вредного. Юрий Владимирович, а как быть людям, которые живут в отдаленных населенных пунктах, и у которых сигнал антенны не принимает цифровое ТВ? Что им делать? Ну, на самом деле, к сожалению, у нас получилось так, что 5% населения республики остались без цифрового эфирного телевидения. В этих целях правительством республики совместно со спутниковыми операторами была разработана программа. Телезрители приобретают комплекты спутникового телевидения и смотрят точно так же программы, общероссийские программы, но только со спутника. Недавно во время проведения в Якутске лидеров цифрового вещания Олег Иванов, замминистра, сообщил о том, что на всех башнях цифрового вещания РТРС будет установлено специальное оборудование, которое будет обеспечивать беспроводной сигнал в радиусе 30-40 километров. То есть и интернет появится даже и в лесу, и на дорогах, что без перебоя как такового с этим делом не будет. Насколько этот проект в плане технологических решений для вашей компании возможен? Насколько далеко в перспективе он реализуем и что он в действительности даст? Будет ли все это соответствовать заявленным цифрам? Значит, новый стандарт беспроводного доступа, стандарт LTE, который в настоящий момент, ну, в принципе, стандарт сам разработан. Совместно с компанией Ростелеком мы начали, будем говорить так, предварительную пока проработку этого вопроса.
То есть компания Ростелеком дает каналы связи оптические до наших объектов. На наших объектах устанавливается приемо-передающее оборудование для трансляции этого сигнала. Ну, я думаю, на следующий год уже начнется реализация этого проекта, потому что сейчас идет пока проработка. А каковы перспективы региональных телекомпаний и регионального вещания вообще в целом? Значит, по поводу региональных вещаний. В настоящий момент разрабатывается вопрос по включению региональных компаний в эфир телепрограммы ОТР, Общественное телевидение России. 5 часов эфирного времени для региональных телекомпаний. Значит, это утренний блок и вечерний блок. Насколько я знаю, по-моему, программы НВК «Саха» тоже будут вещать в региональном, в программе ОТР. Это радует. Ну и в целом расскажите, какие у вашей компании, у РТРС в ближайшее время технические перспективы? Что в планах? Планов, естественно, у нас много, будем говорить так, да. Мир не стоит на месте, мир развивается. В планах нашей компании это телевидение высокой четкости. Далее интерактивное телевидение, чтобы телезрители могли не только принимать телевизионные программы, но и на экранах Смарт-ТВ просматривать какие-то дополнительные сервисы. Далее вопросы радиовещания, то есть переход на цифровое радиовещание. Этот вопрос достаточно давно уже обсуждается. Но, тем не менее, будет развиваться у нас цифровое радиовещание в Российской Федерации. Ну и третий мультиплекс. То есть сейчас надо нам в любом случае, будем говорить так, наладить работу первого-второго, чтобы население могло это все принимать и чтобы наше оборудование работало безотказно. И далее это развитие третьего мультиплекса. Ну что ж, Юрий Владимирович, спасибо за беседу. Будем надеяться, что в ближайшее время все эти планы у вас реализуются, и пожелаем вам удачи. А я напомню, что сегодня мы обсудили итоги перехода на цифровое вещание с главным инженером РТРС Юрием Горчаковым. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.